Праздников, собственно, много, детей трое, поэтому праздники возникают довольно-таки часто. Поэтому собирается много деток, это может быть и на улице, на природе или внутри в доме, и всегда есть какие-то опасения. То есть как они поедят, то есть будут ли они есть то, что мы приготовили, то есть небезопасно ли обмениваться вот тарелками, чашками, то есть какие гигиенические аспекты нужно иметь в виду, когда собирается много деток. Причем детки разного возраста, насколько им интересно будет на мероприятии. Если у нас все в аптечке, не дай бог что-то произойдет, мы стараемся гнать от себя плохие мысли, потому что лучше их не концентрировать. То есть мы их убираем, но, в принципе, запастись, наверное, нужно. На самом деле, меня, как врача, намного меньше волнует гигиенические вот параметры внутри вашего дома. Меня больше волнует вот эта еда до того, как она пришла к вам в дом. Я сейчас объясню свою позицию. Когда речь идет об индивидуальном празднике, то есть вот конкретно день рождения, вот конкретного ребенка, это не такая опасная тема. Самая опасная тема – это массовые гуляния, массовые праздники. Вот я вам скажу, как человек, который 20 лет проработал в инфекционной больнице, самое страшное дежурство – это 2 января. Ну, еще одно такое близкое по страшности – это 3 мая. Понятно. Пик счастливых после принятия вкусной еды. Да, понимаете, о чем идет речь? Да. Конечно, перед Новым годом толпы наших сограждан носятся по магазинам, и там продается все. Вот все, что не должно было продаваться уже год назад, тем не менее перед Новым годом продается. Понимаете? Включая, похоже, санстанцию, которая тоже продается перед Новым годом. Потому что там можно купить такое. Все. Это первый момент. Ну и второй, естественно, после праздников они все это съедят. Причем, более того, если ребенок все это не перепробует, это будет не та семья, да? Ну, естественно, массовые шашлыки 1-2 числа, которые вся страна жарит, при этом мяса явно не хватает. Вот явно не хватает. Поэтому я бы все-таки искренне призывал всех крайне внимательно относиться вот к тем продуктам, которые вы покупаете на праздники. Вот на самом деле традиция обжорства праздничного, она уходит корнями в наше печальное прошлое. Вот мы все, вот главное не приучить к этому детей. Для нас слово «праздник» равно слову «застолье». Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.